Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Здравствуйте, уважаемые любители футзала! Мы продолжаем нашу серию трансляций и записей игр нашего чемпионата Кыргызской Республики, Суперлиги по футзалу. Генеральный партнер Халык-банк. И сегодня в матче 9-го тура второго игрового дня встречаются команды Биримдик Сокулук и команда Спартак город Бишкек. Вчера эти команды также между собой встречались, и победу одержал Спартак со счетом 9-5. Что будет сегодня? Будет очень интересная игра, я уверен. Наверняка Сокулук вчера почувствовал, что можно сыграть хорошо, можно сыграть удачно против команды «Спартак». Ведь в первом тайме команда выигрывала со счетом 4-3. Да? И сегодня наверняка команда постарается дать бой фавориту, постарается вырвать очки. Почему бы и нет? Ведь совсем недавно, вчера, один из аутсайдеров сыграл в ничью с чемпионом. Вчера Эрем не смог на своем поле обыграть команду Бакубат Талас. Встреча завершилась счетом 3-3. И почему бы сегодня сокулукчанам также не отобрать очки у одного из фаворитов турнира, чемпионата. Ну, вот такая вот завязка сегодняшнего сюжета. И давайте, наверное, ознакомимся с составами команд. Команда Биримдик Сокулук играет слева от нас. Цвет формы у них такой зеленый, зеленоватый. Их состав на игру: Кенишбеков Джолдошбек, вратарь номер 1, номер 7 Кайрат Момонкулов, номер 71 Чингис Идрисов, номер 20 Беклан Доктурбеков, номер 11 Алмамбет Садыгалиев. Вот это стартовая пятерка, включая вратаря, конечно, которая вышла на этот матч. Главный тренер команды Бокоев Айбек. Ну, наверное, давайте сразу я знакомлюсь с запасными игроками, что сидят на скамейке и готовы выйти на любой минуте, вступить в игру. Вот первый удар, смотрите, наносит Турсунов, очень опасный был, как мне кажется, вратарь вовремя не увидел этот удар и с запозданием отреагировал на него. Вот. И мяч хорошо, что прошел рядом со штангой и не залетел в ворота. Так, состав запасных: Малбашев Рустам, номер 2, у Сокулукчан, номер 21 Арген Абдурашид Улу есть еще, под номером 30 Эльдар Мухтарбеков, номер 22 Джанарбек Кенишбеков, номер 31 Эркин Байтиков и номер 9 Чингис Джусупбеков. Состав команды Спартак город Бишкек: номер 10 Джолдубаев Мирлан, номер 14 Рустам Хамидов, номер 7 Шохрух Махмадаминов, номер 4 Арстанбек Турсунов, номер 1 Артем Кириллов. Это стартовая пятерка команды «Спартак». Запасные: Джодарбекулу Айдос, номер 2. Давайте посмотрим сейчас за атакой команды «Спартак». И можно бить, да, Хамидов бил поворотом с выгоднейшей ситуации, но не смог завершить точным этот удар. С точностью были небольшие проблемы, попал в игрока.
И уже сейчас Сокулук был в атаке. И состав команды «Спартак» запасные. Номер 2 Айдос Джударбек-Улу, номер 9 Азимджан Юнусов, номер 17 Азамат Дулеткильдиев, номер 11 Агедиль Мадияров, номер 5 Умет Кузиев, номер 24 Сергей Ротхин, номер 23 Мирбек Худайбердиев. И главный тренер команды Нурджан Джетибаев. Сегодняшний матч обслуживает бригада судей в составе первого судьи Эльдияра Кильдибекова. И вот у нас первая желтая карточка. 71 номер команды Биримдик Сокулук получил желтую карточку. Чингис Идрисов за грубую игру. Показал ее второй судья Талант Раимбердиев. Также в составе судей сегодня третий судья Арстанбек Улу Нурбек, судья-хронометрист Адиль Эстаев и инспектор матча Тимур Кулалиев. Ну вот, покончено со всеми. Ох, какая атака была сейчас. Ну, красиво разыграли спартаковцы. И сейчас буквально чудо сотворил, наверное, голкипер команды хозяев поля Биримдик Сокулук. Вытащил мяч он, конечно, в этом эпизоде. Покончил со всеми протокольными частями нашего матча. И давайте будем смотреть, наблюдать, полностью отдадимся игре. Немножко передерживает мяч, и приходится уже в сложнейшей обстановке выходить из обороны, вернее, начинать свою атаку команды Сокулук. Очень сложно было сейчас, поприжали их спартаковцы, воспользовались тем, что неудачно встали в свои позиции ребята. Но ничего, игра продолжается, все-таки удалось им вывести мяч и уже находятся в атаке сокулукцы. Хорошо держит мяч. Вот хороший пас был и перебрасывает через вратаря. Забивает гол, открывает счет в матче. Спартак впереди. 7-й номер команды Спартак Шохрух Махмадаминов забил первый мяч. Но понадобилось всего лишь буквально 3,5 минуты на то, чтобы открыть счет команде Спартак. И посмотрим, чем ответит Сокулук. Вторая четверка, как мы видим, уже вышла в игру. Ну, впрочем, как и у команды «Спартак», тоже произошла смена в этой команде. 3-1 расстановка, как мне кажется, тут у команды «Спартак», которая трансформируется в 4-0. По крайней мере, вот 3 игрока снизу начинают перепас. Немножко не поняли друг друга Азимджан Юнусов и Агедиль Мадияров. Ох, какой удар получился у Сокулукчан. Вратарь пошел в одну сторону, а мяч от рикошета полетел в другую. Попал бы в ворота, наверняка был бы гол сейчас. Потому что вратарь уже никак не успевал подойти к мячу по новой траектории. Сокулук разыграл мяч. Байтиков с мячом. Теряет он в такой ситуации, вроде бы в простой мяч. Пока можно сказать, что еще не вошел в игру Эркин. Знаем, что Эркин в прошлом году защищал цвета команды Мурас. Ну а сейчас вот это вот в трансферное окно новогоднее он присоединился к команде Биримдик Сокулук. Ну, довольно-таки смело играют сокулукчане. Посмотрите, идут в обыгрыш против двоих даже, находясь в последнем, выходит на ударную позицию и мешает ему. Мне тоже показалось, что сейчас было нарушение на игроке номер 22 команды Сокулук. Это у нас
Джанарбек Кенишбеков, да. На нем нарушали правила, как мне показалось. Но судьям виднее. Судейского свистка не прозвучало. И Соклук, потеряв мяч, сейчас пытается обороняться. Пытается не дать команде «Спартак». Эркин, Байтиков перехватывает, идет вперед, налево передача. И опять не дают. Посмотрите, это же Эльдару Мухтарбекову, по-моему, да, у нас? Эльдар Мухтарбеков не смог завершить ударом эту комбинацию. Соклук вновь перехватывает на чужой половине поля. И надо забирать мяч, теряет Байтиков, обыгрывает и хорошо спасает. Смотрите, вот в этой ситуации добежал до конца Эркин и смог отобрать мяч. Удар по воротам. Спартак в атаке, удар в дальний угол. Чуть-чуть неточен был удар, и мяч прошел рядом со штангой. Соклук начинает. Такой колоритный вратарь у команды Беримдик Соклук. Кенишбеков Джалдошбек с оригинальной такой прической. Но будем надеяться, что прическа не помешает игре вратаря. Ну вот, пожалуйста, и ответное нарушение не заметил судья в этом эпизоде. Также, но уже в атаке Спартак. В атаке команды Спартак, город Бишкек. Похожая ситуация была. Игра может продолжаться. Розыгрыш с аута, удар по воротам. Попадает в игрока. Спартаковцы. Еще один удар, неточный. Сильный, но неточный удар от ворот. Забрасывает все-таки вратарь вперед на своего капитана Хайрата Мамункулова. Был заброс, но он оказался неудачным. Хайрат показал, видимо, не ту зону и побежал, а вратарь его не понял. Поэтому мяч был потерян. И Спартак уже начинает свою атаку. Долго, конечно. Да, и действительно продвигает. О, будет гол. Нет, не будет, конечно же. Там есть игроки. Ну что такое? Хамидов дважды теряет в течение короткого времени мяч. И Соклук перехватывает эти мячи. Хорошая такая быстрая игра. Уже позади почти что половина первого тайма. Счет 1-0. Впереди Спартак. Хороший был пас. И прервали его также красиво. И теперь надо выходить. С выходом пока у соклукчан проблемы. Не могут они быстро выходить из своей зоны. Мешают активно, прессингуя их соперники. Хамидов рвется по флангу. Нет, не дают ему убежать. 11 номер Алмамбет Садыгалиев прервал его проход по флангу. И вот теперь надо выходить из зоны. Нет, потеря. Удар, нет, пас. Вот удар. Красиво, конечно. В такой ситуации трудно было промахнуться. И Турсунбек, Арстанбек Турсунов удваивает счет. 2-0. Спартак впереди. Не получается сегодня соколовчанам дать бой команде Спартак. Но счет пока не такой уж и крупный. Два мяча, конечно, в футзале это совсем небольшое преимущество. Отыгрывалось и гораздо большее количество мячей. Хотя вспомним 4-0, да, в одном из матчей нашего чемпионата. И Спартак начинает свою атаку.
Хамидов. Расставаться надо. Надо больше двигать мяч. Действительно, и спартаковцы вспоминают вовремя об этом. И выход нужен. О, все-таки, да, главное без травм сегодня обойтись. Поле покрытие неплохое, скажем так, в этом спортивном центре. Но вот скамейки для зрителей очень уж близко расположены к краю поля. И сейчас игроки, хорошо, что без травм обошлось, игроки упали почти что на скамейки для зрителей. И Сокулук опять тяжело выходит из обороны. Вернее, не с обороны, а вот тяжело начинает. Они разыгрывают свой мяч от своих ворот. Накрывают их соперники, не дают возможности сделать пас. Вот посмотрите. Давайте понаблюдаем. Вот мяч получил от голкипера. И все, сразу все прикрыты буквально. Необходимо наверняка тренеру команды Сокулук обратить на это внимание. Очень сложно начинаются атаки у соколовчан. Надо обратить внимание, наверное, тренеру на этот факт, именно игрокам своим подсказать. Вот удар хороший был, смотрите, как хорошо разыграли, а? Ну, прям на заглядение была сейчас комбинация. Отдал пас, набежал, ударил, вроде бы простая. Эти комбинации наигрываются еще, наверное, в детских школах. Наверное, еще в самом начале карьеры футболисты молодые наигрывают такое умение, да, открыться, отдать пас и открыться все это. Ответный мяч забивает! Смотрите, команда Сокулук забивает 1 гол. 77-й номер команды. Это у нас 71-й, да. Чингис Идрисов забивает первый ответный гол. Счет становится 2-1. И это уже гораздо интереснее. Ну что ж, Спартак как ответит на этот гол? Забьет свой или пропустит еще один? Долго, мне кажется, держится мяч у одного игрока команды Спартак. Чаще нужно расставаться, быстрее нужно двигать мяч. Они это делать умеют, мы неоднократно это видели, насколько быстро все-таки команда двигается и с мячом, и без мяча. Но в сегодняшнем матче пока скорости передачи мяча не такие уж высокие. Удар. Оборона на месте у соколовчан. Справились они с этим ударом. Полуудар, полупередача. Такая, наверное, расчет был такой, что там кто-либо из партнеров замкнет этот удар. И Сокулук в атаке. Все-таки удалось, смотрите, Кайрату пройти своего оппонента и сделать передачу вдоль ворот соперника, но там никого из партнеров не было, никто не поверил, что получится у капитана такая передача, никто не откликнулся на такую возможную передачу, не просчитал вперед, что может мяч там оказаться. Вратарь, смотрите, как опрометчиво вышел в ворот, удар! Перекрестие попадает. В перекрестие попадает 17 номер команды Спартак. Азамат Нулиткильдиев сейчас. Да, кто? Беремли Сокулук с аутом. Справа будет разводить. Да, и, конечно, вот Сокулук все-таки, не находя адресата, игроки начинают идти в обыгрыш 1 в 1. Ну, это, конечно, в большей степени заслуга соперника. И вот 3 в 2 успевает Сокулук вернуться назад или нет? Да, успевает. Задержались с мячом спартаковцы. Решили доверно разыграть эту комбинацию. И соперник успел занять свои позиции. Да, и сейчас налево можно, да. Оригинально, остроумно. Сейчас пытался замкнуть передачу. 23-й номер команды «Спартак». Мирбек Худайбердиев, переправляя его в ворота. Но все сложилось удачно для команды Беремли Сокулук. Сейчас аут справа. Спартак в атаке на чужой половине поля.
Да, ушел мяч, показывает судья. Соколук может разводить, и это делать надо быстрее. Нет, все-таки решил не торопиться Эркин Байтиков. Отдает голкиперу, голкипера 4 секунды, отдает налево. И все накрыты, приходится идти в обыгрыш. Заброс. Ну что ж, надо же принимать мячи такие, когда соперник тебя не атакует. Такой мяч надо принять одним касанием и сразу бить поворотом, либо делать передачу. Но этого не получилось. Конечно, таких возможностей соперник много не даст делать, поэтому надо малейшей пользоваться. Мелкий пас не проходит у команды Беремник. Ох, как оригинально между ног прокинул-то игрок Спартака. И делать на дальнюю штангу, но там не успевал партнер, поэтому новичок команды Спартак, 5-й номер, Умет Кузиев пытался сейчас перебросить вратаря. Нет, гол что ли был? Да, гол. Гол, да, действительно, это гол был. 3-1 счет. Молодец. Кузиев Умет все-таки забил, оказывается, 3-й гол. Извините, вот мне показалось, что гола не было, а на самом деле он был. 3-1 и 7 минут до конца первого тайма. Ох, как ошибается сейчас спартаковцы, но чуть не отобрали и не наказали их соколовчане. И Спартак с аута. Да, как мне кажется, надо разозлиться, наверное, команде Беременный Соколук. Чуть-чуть не хватает какого-то упорства им, борьбы не хватает, желания не хватает им в этом матче, чтобы успешно противостоять команде Спартак. Вот, смотрите, перехват и выход к воротам. Вратарь выходит вовремя из ворот. Артем, боже ты мой, да, Артем Кириллов. И отводит угрозу подальше своих ворот. Перехват, Спартак в атаку идет. Хамидов пытался пробросить опять между ног соперника. Но один раз у команды Спартак это прошло, второй раз нет. Байтиков с левой ноги переложил справа налево. Хорошо вышел на ударную позицию, но точность была не очень хорошая, не на высоте, скажем так, у Эркина в этом эпизоде. Неудобно ему было, конечно. Времени было слишком мало, и удар не получился точным. Спартак в ответной атаке. Арстанбек. Ну, конечно, не он должен, наверное, разводить с углового. Да, его позиция там, в площади ворот, потолкаться, попытаться отодвинуть от себя соперника, получить мяч, развернуться и ударить. Вот функция основная у Арстанбека. Мне кажется, немножко, конечно, эмоции сейчас берут вверх над командой, у игроков команды Беременный Соколук. Разыграли спартаковцы штрафной. Удар по воротам. Вратарь на месте. Выполняет, что и должен делать. Потеря, и Спартак устремляется в контратаку. Удар дальний. Но не получается. Он точно у Хамидова Рустама. И Соколук теперь выходит, разыгрывает, теряет мяч. Ильдар, конечно, непозволительно ему в такой ситуации терять мяч. Ну, смотрите, как Артем выходит из ворот уже в который раз. Хорошие выходы, своевременные у него, надо отметить.
Удар поворотом. Гол! Смотрите, от своего игрока. Пропускают спартаковцы. 3-2. Кто это? Капитан команды, конечно же, Биримлик Сокулук. По-моему, он мешал там спартаковцам. И, возможно, от его ноги зашел мяч. Кайрат Мамункулов там в эпизоде был. А может быть и спартаковец. Как мне кажется, да, спартаковец все-таки от своего, да, там пропустили ребята. И еще становится 3-2, смотрите. Игра интересная. Да, завелся Байтиков. Сам себя накрутил где-то. И теперь готов он действовать на повышенных скоростях. Спартак разводит с аута. Вот слышим мы, как тренер говорит команде Спартак: мяч ходит мяч. Это значит, что надо быстрее передавать мяч друг другу, быстрее пасовать, быстрее открываться. Да, то есть движение должно быть еще больше. Угловой разыгрывают спартаковцы. И можно идти в контру. 2 в 1 можно идти. Удар! Ну, конечно, потерял уже 11-й номер скорость, его уже нагоняли, поэтому нужно было делать либо передачу, либо бить поворотом. И он выбрал второе. Хотя, конечно, можно было бы еще попробовать пробежать вперед, но это нужно было делать чуть раньше, не тогда, когда соперники тебя уже догнали и почти настигли. Ну, как мне кажется, сейчас очень жестко в эпизоде действовал 71-й номер команды Биримлик Сокулук против Арсланбека Турсунова. И сейчас, как мне кажется, команды могут начать грубить в отношении друг друга, более жестко и жестоко играть. Спартак, смотрите, выходит на ударную позицию, 10-й номер. Чуть Мирлан Джулдубаев сейчас не нанес разящий точный удар, оказавшись перед воротами чуть-чуть слева с острого угла. Хамидов с лета пытался пробить после розыгрыша углового. И, конечно, вовремя сокулукчане берут тайм-аут. Команда немножко подустала, начала больше грубить, больше нарушать правила. И сейчас могли, наверное, заработать ненужные фолы, может быть, ненужные карточки. Поэтому я думаю, что очень своевременно скамейка берет минутный перерыв. И, честно говоря, вот мне не видно, где тренер, кто где подскажет ребятам из Сокулука, что нужно сейчас сделать, на что нужно обратить внимание. Все-таки сами игроки, участвуя в этом процессе, в игровом процессе, могут и не замечать, наверное, какие-то тонкие моменты, какие-то нюансы игры, что должен подсказывать, конечно, тренерам. Вот. Ну а команда «Спартак», полноценный тренер, всеми любимый и уважаемый Нурджан, может по косточкам разложить какие-то нюансы тактические, может быть, игровые своей команды и команды соперника, на что следует обратить внимание. И, конечно, мне кажется, Джитубаев сейчас сделал такое внушение своим игрокам, подсказал им, и Спартак сейчас должен быстрее выигрывать. Ну все, дождался. 71-й номер команды Биримлик Сокулук, Чанилс Идрисов, когда его все накрыли и всех партнеров закрыли. И сейчас только нарушение позволило оставить мяч у себя. Но мяч был потерян, плохо разыгран был, плохая передача была. И Спартак теперь уже начинает свою атаку. Интересный розыгрыш сейчас попытались сделать спартаковцы. Ну вот, что называется, мяч стал быстро ходить. И, как мне кажется, Сокулук стал уже не поспевать за своими оппонентами. Вот посмотрите, стоит мячу задвигаться быстрее, да, и возможностей гораздо больше становится у Спартака для продвижения вперед. Что у нас по фолам? По фолам у нас счет 2-2
2 фола у команды Беримлик Сокулук и 2 фола у команды Спартак город Бишкек. Удар. Атака продолжается спартаковцев. Ну, все встали, смотрите. Ну, это что за игра такая, когда все стоят? Какой пас-то на Байтикова. Ну, принял грудью. И мало того, отдал еще на своего капитана. О, какой пас от Байтикова. И, ну как же так, Сокулук 1 на 1 был практически выведен 11-й номер команды Алмамбет Садыгалиев. И он не забивает в этой ситуации. Ну, если не в такое забивает, то когда уж Сокулук начнет-то забивать, а? Эх. Но, впрочем, конечно, и эмоции у комментаторов тоже есть. Когда говорится, когда уж начнет забивать, конечно, прошу не воспринимать это буквально, ведь 2 гола сегодня Сокулук уже забил. Но все от того, что в такие моменты, конечно, надо использовать, надо забивать. Тем более команда, которая... Ох, какой хороший пас диагональный. Еще один пас, неудачный такой, своевременный, но на такой высоте очень сложно было принять партнеру, замыкать ее. Хотя и можно было, конечно. Но было гораздо труднее, если бы мяч шел бы по паркету. 23-й номер команды «Спартак», я уверен, забил бы этот мяч. И вновь «Спартак» в атаке. Нет, теряет мяч. Хорошо, 3-2 получается пройти сокулукчанам. Но что там, был свисток чуть раньше, да? Страсти накаляются, и судьям необходимо, да, эти страсти гасить, чтобы игра не превратилась в бойню какую-то, в битву. Да, мы хотим, чтобы был футбол. Мы хотим наблюдать за игрой сегодня. С аута разыгрывают сейчас слева Беримдик. Да, рискуют сокулукчане. Ну, наконец-то они нашли свободного игрока. Пас не проходит. Раньше. Не собирать надо соперников на себе. Раньше прощаться с мячом надо. Направо есть еще один, да. Удар по воротам. Ну, неплохо. И взаимная смена у обеих команд. Если у «Спартака» вышла первая четверка, то у Сокулука, по-моему, это вторая игра. О, какой удар! Забивает, смотрите. «Спартак», город Бишкек. 4-2. Ну, отличный мяч сейчас был. Под перекладину бил. 7-й номер команды «Спартак». Шохрух Махмадаминов. Да, и за минуту с небольшим до конца первого тайма счет становится 4-2. Красивый все-таки гол был, да? Неплохо ребята сыграли в этом эпизоде. И «Спартак» продолжает атаковать. Арсланбек Турсунов с мячом. Да, назад нужно отдать и идти на свою точку. Что он и делает, смотрите. Получает мяч Турсунов, отдает передачу, не точно. Но все-таки любят ребята с команды «Сокулук» сначала обыграть соперника, потом сделать передачу. Да, вот если бы сокулукчанам быстрее бы двигаться, открываться, как это делает «Спартак», к примеру, мне кажется, о, забивать надо? Нет.
Не получается забить с этой ситуации Спартаку. Успешно обороняется. Героически, я бы даже сказал, наверное, Беримбек Сокулук сейчас. О, с лета, какой мощный удар! У Арстанбека Турсунова получился, а? Красивый такой мощный удар. Не попал, правда, по воротам. Попал бы, было бы сложно голкиперу. И вот хотелось бы, конечно, чтобы Беримбек быстрее расставался с мячом, быстрее отдавал передачу. Но звучит сирена. Первый тайм позади. Счет 4-2. Спартак выигрывает. И сейчас у нас перерыв. И затем мы вновь продолжим. Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Ну что ж, мы продолжаем наш матч. Второй тайм. Беримбек Сокулук, Спартак, город Бишкек. Впереди спартаковцы 4-2. И сейчас прозвучит свисток. Вот он прозвучал. Второй тайм начался. Передача на Турсунова. Турсунов в борьбе там пытается завоевать и место, и мяч, развернуться, ударить, как это делают настоящие столбы в современном футзале. Но опять, смотрите, начинается игра, и Сокулук опять передерживает мяч. Неохотно расстаются игроки с мячом, пытаются собрать на себе соперников и потом выходить героически из тяжелой ситуации. Спартак у своих ворот, слева, аут. Хороший пас. Ну, отжали Мирлана Джолдубаева. Удар по воротам. Артем Кириллов справляется с этим ударом. Турсунов головой. Мяч не ушел, говорит судья. Можно играть дальше. И под удар. Но с мячом вроде бы остаются спартаковцы. Да, так и есть. И вот Турсунов уже отошел назад. Делает передачу на Шохруха. Марлен под удар. Нет, не получился этот пас. И Сокулук в контратаке. Ох, смотрите, как сейчас удачно получилось-то у сокулукчан. Чуть-чуть гол не забили они. Неудачно капитан команды сейчас держится за ногу. Находясь спиной к воротам, он получал сейчас эту передачу и в одно касание левой ногой пытался переправить, сделать пас вдоль ворот. У него это получилось сделать, но, видимо, не совсем удачно он приземлился, упал. Либо сделал передачу так, что левая нога была на весу. Он пытался сразу это сделать одним касанием передачи, поэтому оказался на паркете, сейчас держался за ногу, но все в порядке, встал, игра продолжается. Арстанбек, Турсунов с мячом 1 в 1. Будет обыгрывать, нет, направо передача на Марлена Джолдубаева, тут носит сильный удар. И сейчас столкнулись в этом моменте, сейчас вратарь команды Беримбек Сокулук и 9-й номер Азимджан Юнусов. Конечно, такого злого умысла, наверное, здесь не было, скорее всего, да, и спартаковец подходит, приносит извинения голкиперу.
Мяч все же был чуть дальше от ворот, да, и вратарь вышел вперед и, отбив мяч от Мирлана, после удара Мирлана Джалдубаева, видел, что мяч отскочил недалеко, вратарь вышел вперед и там столкнулся уже с игроком команды соперника. Требуется помощь, вот врач команды вышел. Нашатырь дают понюхать голкиперу, чтобы он пришел в себя. Но главное, чтобы было без травмы, чтобы не было сотрясения. Ну, как мне кажется, стоит поменять вратаря сейчас в команде Сокулук. Есть у них хороший вратарь, второй, который играл весь первый круг. Нет, все-таки в себя пришел нынешний голкипер команды Джолдошбек Кенишбеков и сможет продолжать игру. И Спартак в атаке. О, как мощно сейчас разыграли спартаковцы и забили пятый мяч в ворота. Арсланбек Турсунов с такой силой вонзил мяч в сетку, что если бы не преграда позади ворот, наверняка сетка бы порвалась. 5-2, Спартак впереди. Перехват у Спартака. Можно бить. Вратарь отражает первый удар. Второй есть удар. Но мимо ворот. Азимджан Юнусов наносит удар. Мирлан Джалдубаев. Нет, вперед нету передачи, поэтому налево на Турсунова. Турсунов обратно возвращает на Джалдубаева. Неудачная передача, перехват. Сокулук 2 в 1 выходит. Удар по воротам. Артем Кириллов спасает в этой ситуации. Да, ему было неудобно. Мяч летел на высоте примерно полуметра от паркета. Но такой высокий голкипер смог сложиться, отразить угрозу. И Спартак в ответной контратаке 3 против 2. Турсунов с мячом. Не удалась сходу контратака. У спартаковцев, у них есть возможность уже в нормальной, в позиционной атаке попытаться забить еще один мяч. Джалдубаев с мячом. Назад, да, можно пока перестроиться. И вратарь, смотрите, уже корпусом как действует, а. Вытолкал он весьма немаленького по габаритам Азимджана Юнусова. И приходится уже Спартаку откатиться немного назад, произвести смену игроков. Гидель Мадьяров с мячом. Ой, извините, этот... Да, это Гидель Мадьяров был с мячом. Продолжается атака команды Сокулук. Ну что ж, если не удается подойти ближе к воротам, можно попробовать забить из дальней дистанции. Вот, смотрите, Сокулук начал атаковать уже на чужой половине поля. Агрессивно атакуют в защите соколовчане. И получается у них отобрать мяч у спартаковцев. Ну, что-то придумали, вот, смотрите. Соколовчане что-то придумали. Но не получилось, как мне кажется, разыграть то, как не хотели. По флангу рвется Байтиков. Не удается. И выход 1 на 1. Практически на свидание с голкипером отправился 5-й номер Спартака. Умет Кузиев, но не смог поразить ворота. И Сокулук уже задвигался.
Неплохо, пускай двигаются, конечно. Это лучше, чем идти в обыгрыш постоянно 1 в 1. Лучше попытаться, да, через такие быстрые пасы действовать. Пускай даже будут потери, но ничего страшного. Спартак сейчас разыграл справа, аут. Ну какой же пас такой плохой, был. Едва не наказали. О, сейчас гол будет! Да, гол! Байтиков забивает свои ворота с боковой линии, пытаясь достать этот уходящий мяч. Если бы ушел, конечно, был бы аут в пользу соперника. Байтиков побежал и на самом краю достал мяч, адресовал его вратарю, а вратарь тоже бежал к этому мячу. И ворота оказались пустые. Туда медленно закатился 6-й мяч в ворота команды Соколук. И счет 6-2. Спартак впереди. За 15 минут до конца встречи. Вот посмотрите, как все-таки Спартак красиво разыгрывает. Нравится мне эта команда, вот как они грамотно действуют при начале своей атаки. Многим командам, наверное, следовало бы поучиться. На мой взгляд, конечно же. И Соколук в атаке. Удар по воротам. В самом конце 23-й номер Спартака помешал Мирбек Худайбердиев сопернику нанести точный удар. И правильно сделал, конечно. Соколук мог сейчас в этой атаке забить. По флангу рвется. 5-й номер передачу делает. Но там никого из партнеров не было. Перехват вновь Спартаковцами. И голкипер теперь вовремя и точно выходит из ворот. Ликвидирует угрозу. Можно голкиперу, да. Но только 4 секунды. Голкипер сейчас сделал передачу острую. Немножко в борьбу, но хорошо, что Спартак не потерял мяч. И продолжает им сейчас владеть. Нарушает правила. Умет Кузиев держится за ногу. Ну, встает. Все в порядке, можно играть дальше. Будет свободный удар, будет фэрплей. Да, Байтиков отдает сопернику обратно мяч этот. Достойно уважения. Умеет Кузиев. Смотрите, как выводит Хамидова. Хамидов. Осталось только Рустама перебросить через вратаря этот мяч, но не смог он сделать. Конечно, было технически трудно, но для такого игрока, мастера, конечно же, можно было так все-таки более удачно сделать этот эпизод. Да. Слева в атаке. Нет, извините, справа начинают сами на своей половине поля спартаковцы. Хорошо обыгрывает Кузиев, смотрите, на фланге. Хамидову направо, а справа-то еще дальше никого и не было. И потеря мяча, и теперь Спартак в обороне. Какой пас сделал Байтиков, смотрите, а! Ну что значит, вот мастерство не потеряно. Все-таки Иркин хороший пас сейчас выдал партнеру, тому оставалось только забить и все. Только попасть в ворота, что он не смог сделать. Хладнокровный вратарь, смотрите, у Спартака. Немножко неточный вышел пас у Кузиева. Потеря мяча, и Соколук начинает свою позиционную атаку. По флангу, и теперь передачу надо делать. Но там вратарь на месте. Ну, слишком просто разыграли, на мой взгляд, игроки Соколука этот угловой удар, и соперники без труда накрыли капитана команды. Еще один похожий розыгрыш.
И Турсунов рвется к воротам, отправляясь на свидание с вратарем. Передача, гол! Кузиев забивает еще один мяч в ворота соперника. Счет становится 7-2. Ну вот, смотрите, вот в чем, конечно же, разница в игре команд. Спартак моментально наказывает соперника за ошибки. Моментально, буквально с каждого такого эпизода спартаковцы выжимают максимум. А Соколук все-таки им требуется создать больше эпизодов таких голевых, чтобы забить. Эффективность, скажем, немножко ниже у команды Соколук. Вот над чем стоит поработать, наверное, этой команде, чтобы успешнее противостоять фаворитам нашего чемпионата. Еще одна передача, почти голевая была сейчас. И Турсунов не смог замкнуть хорошо эту передачу. Ой, какой пас на капитана. И Хайрат, ну как же так? Обыгрывая вратаря, перекладывая мяч на левую ногу, создал себе хорошую возможность для взятия ворот, но промахнулся. Удивительно. Потеря. И надо опять решать такие эпизоды. Ну как же так? Хайрат Мамонкулов, в котором уже моменте не могут забить соколукчане. Надо забивать уже 7-2 счет. И когда, как не сейчас, соколукчанам надо сокращать разрыв в счете. Спартак в атаке. И смотрите, Юнусов Азимджан на такой скорости пролетел и мимо вратаря успел протолкнуть мяч в ворота. Сейчас становится 8-2. Спартак забивает. Вот вам и пожалуйста. Соколук не забил в двух хороших эпизодах, а в двух эпизодах голевых против себя пропускает. Долго возится Соколук с мячом. Долго очень. И партнеры не поддерживают. Не выходят в свободные зоны, чтобы помочь своему игроку, который находится с мячом. Держится за ногу Турсунов, но может продолжать игру. Какой-то пас отчаяния был сейчас, наверное, у 71-го номера команды Соколук. В никуда, не точно, сильно просто, на силу. И никто не бежит, смотрите, в контратаку. Подустали ребята, из Соколука видно, что уже не успевают за ходом матча, за ходом игры. Вроде бы перехватили мяч, вроде бы надо тебе развернуться, побежать в атаку, но никто не бежит, все стоят. Ну, значит, силы уже покидают, уже ближе к концу наш матч, и поэтому 10 минут вроде бы это еще достаточно много. Надо еще побегать, надо еще поиграть. Соколук слишком рано сдается. Ну вот вам и потеря. Долго очень 71 номер ждал, когда же можно обыграть своего соперника. И находился Чингис Идрисов последним с мячом. Пошел в обыгрыш и чуть не потерял мяч. Ну, наконец-то выходит из своей зоны команда Соколук. Хороший пас. И как вот здесь 20 номер не забил? Ну как? Как еще можно не забить? Я даже не представляю. Не знаю. Надо уже затолкать руками в мяч. В ворота, наверное, и только тогда 20 номер забьет в такой ситуации. Партнер все идеально ему предоставил возможность бить в пустые ворота.
Но мяч не был забит. Удивительно. Да, крайне неспортивно повел себя игрок Соколука, капитан команды. Я, например, такое бы никогда на месте судьи не оставил бы без внимания. Здесь находятся зрители, которые снимают этот матч, не знаю. А Кайрат Мамукулов силой ударил мячом в сторону зрителей. Ну, не знаю, так играть, конечно, нельзя. И такое надо пресекать на корню, несмотря ни на какие заслуги, возраст и прочее все остальное. Нельзя так играть, тем более капитану команды. Отвратительное поведение, конечно, Кайрата. Просто непозволительное. Прям уже вот не хочется комментировать. Настроение сбили своей выходкой. Ну и Спартак сейчас начнет свою атаку, свой розыгрыш от ворот. Хамидов. По флангу не удается 17-му номеру команды Спартак развернуться Азамату Давлеткильдиеву. Упускает он мяч за линию аута. Ну и давайте наблюдать, наверное, за нюансами, как обороняется команда «Спартак». Мы видим, что вышел на поле и 24-й номер команды, новенький, новичок. Нет, извините, Сергей Родькин. Сергей Родькин, да, вышел в игру. Как мне кажется, он впервые в этом матче вышел. Продолжает обороняться Спартак. Выстраивается в позицию свою. И устремляется в контратаку. Кузиев пролетает мимо. И голкипер команды Малбашев Рустам. И вместе со своим партнером Спартак забивает простой гол. 10-2. Или 9-2. Уже потерял счет, не знаю. 9-2, по-моему. Ну, на табло, по крайней мере, 9-2 горит. Ну да, надо наказывать, конечно. Вот такое поведение. Кузиев, да, удар, расстрелял вратаря. Кузиев. И угловой справа, что придумают? Смотрят друг на друга Кузиев и Хамидов, что-то будет между ними наверняка. Нет! Смотрите, хорошо разыграл Давлеткильдиев с мячом. Еще один удар! После розыгрыша углового Давлеткильдиев наносил в левый дальний угол. И там с трудом вытащили соперники этот мяч. Атака продолжается. Спартака. Удар дальний. Малбашев трудится в поте лица. Вновь в атаке Спартак. Тяжелая борьба. Артем Кириллов. Долго бы с мячом, надо быстрее делать передачу. Собрал на себе всех Артем. И как следствие получил удар по собственным воротам. Хорошо, что соперник не наказал его за это. Раньше, конечно, надо расставаться. Раньше. Спартак это умеет и любит делать. И надо так делать. Вот и Кузиев, смотрите. Дождался, что на нем нарушили правила. И желтую карточку получает 21 номер команды Соколук. Арген Абдурашид Улу.
отличился. Ну, хоть таким образом отличаются соколовчане в этом матче. Сейчас еще и красную может получить. Можно продолжать игру. Можно? Ушел мяч за боковую линию. Но после свистка ударил поворотом 71 номер. За это надо давать желтую карточку. Однозначно. Жалеет судья соколовчан за то, что, видимо, они умеют хорошо предъявлять претензии. Нельзя, конечно, вратарю трогать. Рочкин успевает к мячу. Против него нарушает правила Ильдар Мухтарбеков. И Спартак начинает свой розыгрыш очередной. Кузиев перемудрил немного с пасом, с передачей. И чуть не потеряли, да, его. Спартак заново начинает свой розыгрыш. Очень активный игрок, вот Кузиев. Нравится мне, как он играет. Если не ошибаюсь, этот игрок был приобретен в это трансферное окно команды Спартак Бишкек. Насколько я знаю, это игрок из Таджикистана. Очень активный сегодня он. И, мне кажется, хорошее, качественное приобретение сделала команда «Спартак» в его лице. Ну вот, смотрите, вот Мухтарбеков сейчас очень хорошо принял мяч. Одним касанием, как и надо, в принципе, делать, наверное, в этой игре. А вот, как я говорил в эпизоде в первом тайме, от вратаря, получив такой верховой мяч, команда, один из игроков команды Соклук не смог одним касанием принять мяч, развернуться, ударить. Помощь требуется Кузиеву. Сбилось дыхание, видимо, у него в борьбе. Столкнулся с соперником. Что-то не так с ним. Да, что-то тяжело он встает. Но здесь похоже, что столкнулся 4 секунды. 4 секунды передержал Артем. Создал себе проблему. Еще одну. Ну что весь матч Артем играл просто великолепно, а в конце уже дважды ошибается. Там, где вроде бы не надо было ошибаться. И создает себе сложности себе и своей команде. Наблюдаю, пока есть время, за Кузиевым. Вроде приходит понемножку в себя, это радует, конечно. Свисток, розыгрыш под удар. Ну и Артем героически создал сам себе такую сложную ситуацию. И кому же как не ему, да, и решать этот эпизод. Вышел своевременно из ворот, отразил головой удар. И будет сейчас аут слева в атаке. Беримдик. Ну, мы знаем, что эта команда только так и разыгрывает стандарты эти. Очередной фол. И это 5-й фол во втором тайме. За 3 минуты 47 секунд до конца. Израсходовали 5 возможностей для нарушений, скажем так, команда Беримдик Соклук. И каждое последующее нарушение этой команды уже будет караться 10-метровым ударом. И Турсунов отдает мяч на Мирлана Джолдубаева в этой ситуации. Мирлану надо было забивать, конечно же.
но под правую ногу пытался он себе этот мяч таким образом выждать момент, чтобы правой ногой ударить поворотом. Видимо, левая нерабочая Мирлана в этой ситуации случилось, и он не попал сейчас. Счет 9-2, 3 минуты 10 секунд до конца встречи. Вот теперь можно, да, вратарю назад. 4 секунды есть у Артема, не надо забывать об этом ему. Один раз он забыл. Турсунов. Оригинально. Юнусов, Жолдубаев. И просто закатить нужно было в дальний угол, что он и делает. 10-2. Да, не случилось сегодня противостояния особого. Соколук, к сожалению, по всем статьям сегодня проигрывает. Махмадаминов налево на Турсунова. Ну так просто у Турсунова не заберешь мяч, конечно же. Разве что он сам вот таким образом не потеряет его. В окружении двух игроков соперника Турсунов отдал неточную передачу и потерял. Чуть не забили сейчас соколучане. Но Артем Кириллов спокоен. Видел он, что мяч идет выше ворот. Не стал он его касаться. Хотя мог попробовать. Ах, Байтиков ждал, когда же его партнер выйдет на позицию, сделал передачу, но там тоже уже угадали. И гол забивает, еще один. Уже 11-й гол забивает Спартак. И счет уже совсем уже неприлично крупный. 7-й номер забивает команда Спартак. Шохрух Махмадаминов. Ну, Соколук опять начал играть в свою игру. Спартак, впрочем, уже в конце матча уже отпускает соперника, уже не прессингует активно. Ну, куда уж прессинговать, счет уже позволяет играть в свое удовольствие. Ну, что Спартак и делает. Хороший перепас, смотрите, выход в хорошую зону. Правильно, пропусти назад, да, есть там еще Мирлан. Разыграли быстро аут. Турсунов. Ну и здесь забивать надо. Ой, как не забил здесь 9-й номер. Но Азимджан Юнусов улыбается тоже. Сам не понимает, наверное, как он в этой ситуации не забил. Но тем не менее, угловой. Махмадаминов к мячу идет. Адресует на Юнусова. Но там вратарь, да, должен брать. И вот смотрите, Соколук вообще не выходит в атаку. Не хотят они идти в атаку. По краешку. Да, очень долго 71 номер решает, что делать с мячом. Очень долго ждет своих партнеров, может быть, где-то. Потеря. И Артем выходит своевременно из ворот. Не дает сделать передачу нацеленную. И Турсунов, отправляясь на свидание в очередное. Малбашев спасает вроде бы этот мяч, но набежал Махмадаминов и забивает уже какой, я уже потерял счет, 12-й гол. 12-2. Да, не хватает запаса прочности у команды Беремли Соколук. Не хватает, наверное, тренера, им такой установки хорошей тренерской. Не хватает тренерской работы, как мне кажется, этой команде. И скамейки не хватает. Надо, наверное, усиляться им еще
чтобы успешнее противостоять командам-фаворитам нашего первенства. Ну и тем не менее матч завершился. Только что прозвучала финальная сирена. Счет 12-2. Спартак побеждает. И продолжает свою чемпионскую гонку. Что ж, с вами был сегодня комментатор Азамат Асылбашев. Смотрите Кыргыз Спорт ТВ. Любите футбол, живите футболом. До свидания, до новых встреч. Халык-Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-Банк.